Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Секреты татарской кухни». И я с удовольствием представляю сегодняшнюю нашу гостью, заслуженную артистку Республики Татарстан Нину Калаганову. Встречаем! Здравствуйте, Нина! Здравствуйте! 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 Что у вас в руках? Я хочу вам подарить вот этот диск. 11 июня, день в день, 2014 года в моем театре, в Театре юного зрителя, был мой юбилей. Позвольте. Да, мне исполнилось 70 лет. 44 года в театре. Поздравляем вас! 44 года в театре, именно в этом. Вот, и Коля Морозов вот мне подарил такой замечательный диск. Здесь и спектакль, который я играла. Очень простая история Маши Ладо. И весь юбилей снят. Вот я вам хочу подарить. Ну, давайте так. Сначала мы с удовольствием приготовим блюдо, а затем уже с этим блюдом будем смотреть ваш диск. Спасибо большое. Итак, мы начинаем. Нина Ивановна Калаганова, заслуженная артистка Республики Татарстан, лауреат премии «Тантана» 2011 года в номинации «За честь и достоинство», педагог Казанского государственного университета культуры и искусств, актриса Казанского театра юного зрителя. Родилась в Ижевске, окончила Саратовское театральное училище, курс народного артиста СССР Юрия Петровича Киселева. Профессиональную деятельность начала в Тильзите, Калининградской области, в Казанском театре юного зрителя с 1970 года. За 44 года своей работы на сцене театра Нина Калаганова сыграла около 100 ролей. Спектакли с ее участием были положительно отмечены на всероссийских театральных фестивалях. Актриса снималась в кинофильмах «Мать Петра», «Голубка», телесериале «Неотложка». Кроме того, Нина Ивановна преподает в Казанском университете культуры и искусств, а ее выпускники успешно трудятся в профессиональных и народных театрах страны. Рассказывайте, с каким рецептом пришли? К моему стыду, я не знаю и не умею готовить татарские блюда. Но с удовольствием их едите. Да, с удовольствием. 44 года в Казани, но не научилась. Вы знаете, мой муж Калаганов, он когда-то сказал, значит так, не, мужчина должен готовить мясо сам. Готовил он. Но пиццу, вот как-то он освоил, вот сам делал пиццу. Его давно нет, но был такой аналог вашей передачи. Значит, ему предложили журналисты поспорить, чья пицца лучше, с Джузеппе. Первая пиццерия у Джузеппе была у нас на улице Ленина тогда. Вот. И они, значит, вот собрались, мы принесли свои продукты. То есть устроили конкурс? Джузеппе свои продукты. Ну и мы начали готовить, чья пицца лучше. Журналистское жюри сидело в зале. Джузеппе нас угощал шампанским. Посмотрел на нашу пиццу, у нас она на таких противнях была, и сказал, что это у нас называется нарезная пицца, разрезная пицца. Ну, в общем, в результате дружба победила, конечно, потому что у Джузеппе была совершенно профессиональная пицца. У нас была такая Russian пицца, такой русский пирог. Но это было такое замечательное, веселое зрелище. И по телевидению просто, знаете, вот как радость. Ну, я уверен, что и наша программа сегодня выйдет очень веселой и, самое главное, вкусной. Начинаем готовить пиццу. У татар, кстати, эта пицца называется ошик-белиш. Нам нужно так. Самое основное для этой пиццы – тесто, конечно, да? Потому что начинки могут быть разные. Вот. Но основные ингредиенты – это блинная мука, это кефир. Ну, можно, конечно, масло, но маргарин тоже хорошо. Так, дальше. Обязательно, что в пицце? Помидоры и лук обязательно. И, конечно же, сыр. Которым всегда все это Но посыпаем. так как сегодня пицца у нас не для студентов, а для режиссеров, мы еще и добавляем фарш. Да, мы будем делать с фаршем, с говядиной. С удовольствием, с удовольствием. Так. Я, наверное, все-таки тесто... Тесто, наверное, мне. На вас, да, на вас перекину. Так, вначале берем 3/4 пачки маргарина и растопим это в сковороде. Растопим, хорошо. 3/4. Так, побольше, да? Вот, Давайте вот эту часть. Вот эту часть. Да. Побольше. Да. Так. Нина, а вы вспомните вообще свое самое первое блюдо, которое вы приготовили? О, конечно, помню. Я когда замуж выходила много-много лет назад, я вообще ничего, по-моему, не умела готовить. И в Тильзите, куда мы поехали с Сашей, первый наш театр – это Тильзитский в Калининградской области. И я говорю, Саша, я как-то так не очень, но там была такая замечательная женщина, Дина Трущенко. Она сказала, Нинка, я тебя научу. Она меня научила борщ. Помните, знаете, я сварила целую кастрюлю борща, украинского, она хохлушка была, такого вкусного борща.
Конечно, все общежитие пригласили в общежитие жили в театральном. Все ели этот борщ и говорили, какой я молодец. Вот это первое блюдо, которое я приготовила. А в принципе, у меня мама делала совершенно потрясающие пельмешки. Маленькие. Маленькие пельмешки, они называют по-татарски кияу пельмени. Да? То есть пельмени жениха. Ну вот, вы знаете, когда Калаганов приехал мне делать предложение, мама, по-моему, его и купила этими пельменями. Она настолько лепила этих пельменей, наготовила. Он сказал, я никогда так много не ел. Масло выливаем. Так, масло у нас Масло готово, выливаем, аккуратненько, да, горячо. Так, отлично. Дальше мы кладем немножечко сахара. Так, чуть-чуть сахара. Да, чуть-чуть все-таки надо, потому что блинная мука, она как-то обычно не очень сахара. Я люблю, когда немножечко все. Кстати, вот это первый рецепт, который я знаю, когда используется блинная мука. Да, блинная мука – это самое то, что здесь нужно. Так, теперь мы наливаем кефир. Русланчик, а сейчас нужно резать лук Так, полукольцами. И потом его обязательно залить кипятком, потому что он должен быть, ну как, чуть-чуть промаринованный. Мой любимый вопрос. Кем мечтали быть в детстве? Актрисой я мечтала быть в детстве. Приятно, когда мечты исполняются. И ни разу не пожалела о том, что стала актрисой. Несмотря на все трудные времена своего творческого пути, вы знаете, ни разу не пожалела. Ну а вот с кого брали пример, особенно в детстве? На каких актерах равнялись? Ой, я не могу сказать. Я радийный человек. И я в театр влюбилась по радио. Потому что у нас была такая швейная машина «Зингер» с ногами, да? А над ней такой рижский репродуктор. И раньше была передача «Театру микрофона». Не помните, вы все молодые, вы этого не помните. Так вот, когда родители ложились спать, она началась в 11. Я собиралась на эту машину, включала тихонечко это радио. Пока никто не слышит. И слушала, рыдала, слушала. Я помню «Грозу», я помню «Ромео и Джульетту», я помню «Хижину дяди Тома». Сколько спектаклей я там переслушала. Поэтому я очень любила голос Борисовой, знала давно, именно по радио, потому что «Иркутская история» была по радио. В общем, знаете, вот так я влюбилась. А потом я, конечно же, пошла в детский клуб, в драматический кружок, которым руководил Андрей Дмитриевич Гусев, который из Питера был эвакуирован в наш Ижевск. Я в Ижевская же. Как все хохочут, а я Ижевская, комиссар Ижевская. Так вот, и он остался в этом Ижевске. И так нас заставил полюбить театр, что мы туда прямо, ну, я не знаю. Это самая наша была большая любовь. И первая моя роль, знаете, какая была в этом детском коллективе? Мама Павлика Морозова. Это была замечательная роль, она была трагическая. А Павлик Морозов был старше меня, Валя Киутин. Он был такой красивый мальчик, все девочки были в него влюблены. Но я должна была погладить его по голове, потому что он читал «Безумство храбрых», поем и песню «Безумство храбрых, вот мудрость жизни». И я должна была подойти, погладить и сказать: в общем, какие-то добрые слова. А у меня рука тряслась, я не могла его погладить, он мне очень нравился, потому что, ну, потом я преодолела, все нормально. И самое интересное, знаете, вот телевидение, вот сейчас тоже телевидение. Вот посмотрите, наш спектакль записали, нет, тогда не записывали, тогда впрямую была, значит, был наш спектакль, как же он назывался, «Песня о нем не умрет». И я, играя Павлику Морозову, там, знаете, такая финальная сцена, когда уже Павлика нет, и Федьку убили, я выходила, там все стояли, вся массовка, и все, значит, стояли, я выходила и говорила: «Писано, кому не знаю, в кармане у него было». Это письмо Павлика Морозова, значит, да, я принесла. И все начинали рыдать. Вся массовка рыдала. Не плакала одна я. И один более такой опытный наш самодеятельный актер, который потом стал профессиональным, Боречка, говорил: вот смотрите, смотрите, как она играет. Она не плачет, вы все рыдаете. Но не в этом дело. Я о телевидении. Я сидела, разгримировывалась. Такой, знаете, были балеточки синенькие такие, да, чемоданчики такие маленькие. Там был грим, там было все, да. Подходит ко мне оператор и говорит: девчонка, ты такая умница, тебе надо этим заниматься. Вот первая мысль, что надо, как бы, наверное, все-таки пойти. Что мы делаем с луком? Вот я его порезал Луком красиво, мы его полукольцами. заливаем кипятком. Кипятком. Для чего?
А для того, чтобы он был мягкий, в пиццу надо такой уже немножко маринованный лук. А давайте мы немножко соли в него добавим. Посолим немножко, Да, да? чуть-чуть. Вот. И хорошо бы лимончиком капнуть. Так, есть у нас лимончик. Да. Ну, мы все это делаем для того, чтобы наш лук хорошенько промариновался. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Казань? В Казань. Это же все-таки была мечта? Нет, про Казань никакой мечты не было. Во-первых, я училась в Саратовском театральном училище, а не в Казани. Но я попала на курс Юрия Петровича Киселева. Ребят, каких только наград у него нет. Он и народный Советского Союза, и член ОСИТЭШ, это детская организация детских театров. Юрий Петрович Киселев. И, конечно же, мы все учились просто в театре сразу. И играли роли. И я там играла роль гимназистки. Вот это первая роль в профессиональном театре. Первая. Но когда мы закончили, меня в театре не оставили. А оставили только Сашу моего. А у нас любовь сумасшедшая на последнем курсе. Когда я стояла, готовясь на дипломный спектакль, он подходил сзади. Я не видела, что он подходил, но у меня мурашки по спине бегали. Я понимала, что это Саша стоит. Нет, у меня было счастье. Я очень любила его, он очень любил меня. Дай Бог каждому. Вот такая история, дорогие друзья. Нет, Вот. скажите, пожалуйста, что мы будем делать с нашим фаршем? Жарить. Обжаривать? Обжаривать, да. Так. Фарш. Лук уже все, можно сливать даже. Так, А фарш- будем добавлять какие-то специи или после обжарки? Ну, пожарим, нужно посолить и поперчить, конечно. Русланчик, тесто у меня готово. Отлично. Мне нужно сковородку. Так. Я предлагаю сегодня пиццу Сделать круглую. сделать Как круглую уже в настоящей татарской сковородочке. В основном хозяйки татарские ее используют, и не только татарские. Да. Ну и если вы хотите, конечно, можно использовать просто обычный противень. Русланчик, у меня такие руки. Налейте сюда маслечко, пожалуйста. Так, секундочку. Хватит, не надо, много не Много не надо. надо. Нет. Вот, а теперь вот так вот ручками, все ручками. А вы пока обжариваете фарш. Так. Фарш на сковородочке. Так вот, к вопросу, как я оказалась в Казани. Когда мы играли свои дипломные спектакли, а дипломные спектакли было немало, немного. «Висайская история» и «Вечно живые» Виктора Сергеевича Розова. К нам подошел Леонид Исаакович Ерзуб. Он там тоже ставил свой спектакль в Саратовском ТЮЗе. И когда узнал, что как бы вот мы собираемся уезжать с Сашей, он сказал, значит, ребят, не хотите ли поближе? А ехали мы в Тильзит по распределению. Тильзит – это Калининградская область, 90 километров от Кенигсберга. Вот, и он, значит, нам сказал, не хотите ли поближе? В общем, я уезжаю в Казань, скрываю, никому не говорю, но вы, значит, должны мне написать тогда, звонить. Не было же телефона. Да, телефон. Боже. Можно было только написать. Так, и мы после этого отыграли там год в городе Тильзите, а потом мы решили поехать. Вот так, ребята, вот это так... Так, вот как раз давайте немножко это о нашей всё. пицце. Вы знаете, вот это тесто надо вот так вот хорошо по всей сковороде. То есть мы его не разложить. раскатываем отдельно, Нет, да? нет, вот так, То есть всё лучше ручками, делать ручками, руками. да? Видите, Так. тесто какое пушистенькое, мягонькое, да? Так, фаршик у нас готов, мы его обжарили. Очень хорошо, пока оставим, пусть немножко остывает. Так, а теперь, значит, начинаем вот здесь. Так, мы остановились на чем? Что мы приехали в Казань, да? Да. В Казань приехали, жили в театре, потому что больше вот негде было жить. Было тогда театральное общежитие, но там не было мест, и нас поселили прямо в театр. Какое задание для меня еще будет? Так, помидорки. Помидорчики. И зелень надо будет потом резать еще помидорки. Так. Помидорки резать так. Давайте я покажу. Пожалуйста. Значит, вот где-то вот таким образом. Вот такими штучками. А когда пришли наши вещи, у нас был такой Александр Николаевич Радищев, зав. Постановочной частью, художник. Он вышел на крылечко, а у нас был такой сундук с нашим приданым, ну так, всякое постельное белье, да? Был диван и 2 стула, все, больше ничего не было. Вышел Александр Николаевич на крылечко, посмотрел на этого, так и говорит, ну и артист пошел. Потому что анекдот, помните? Артист ударит чемодан. Он говорит, ребят, что я с ним делать буду? Ну как что? Поедешь на гастроли, положишь рубашечку, брючки, костюмчик. Он, ребята, а я-то в чем поеду? Дорогие друзья, мы продолжаем готовить пиццу «Ащек Бәлеш». И сегодня у нас в гостях актриса ТЮЗа, очаровательная Нина Калаганова. Нина, расскажите, пожалуйста, что мы сделали?
Так, мы сделали тесто, Да. мы обжарили фарш, Фаршик здесь. мы порезали помидорки, Так, замариновали лучок. отлично. Теперь мы намазали пастой дно нашей. Это первый слой? Да. Теперь начинается второй. Теперь мы раскладываем лук. Вот сюда раскладываем лук. Да. Я знаю, что у нас еще есть сыр. Что мы делаем с ним? Сыр нужно натирать. На большой крупной терке, на Да, мелкой? на крупной, я думаю, на крупной. Да. Так, сыр через крупную Да, терочку. сыр через крупную терочку. Как красиво получился Так, лучок. очень хорошо, мне нужно соль. Соль. Потому что Пожалуйста. сейчас помидорки соленые. Нина Ивановна, давайте вспомним ваши любимые роли в нашем театре. О, Вот есть все-таки, да? ну конечно, как же нет, ну что вы. Я от самой первой до самой последней вам могу сказать. Первая любимая роль – это Катерина в грозе Островского, когда всех школьников запретили водить на этот спектакль. Потому что Катерина у нас там во враге позволяла себе скинуть себе платье, остаться в белой рубашке. И педагоги запретили водить школьников. А критики приехали и сказали, если бы у вас не было такого спектакля, тогда бы был паровоз без вагона, без паровоза. А вот «Гроза» – это настоящий хороший спектакль. Вот это моя первая любимая роль. А потом, вы понимаете, конечно же, советские пьесы. Это Рита Устинович в «Как закалялась сталь», когда Островского играл Саша Кокорин. И говорил «глаза, нечеловеческие, блядь, глаза». И все ползали по сцене, потому что накануне был банкет. Понимаете? Хорошо. Так, мы раскладываем второй слой. Маринованный лук мы положили Это слоем. будет первым слоем Да. у нас? Вторым фарш. Фаршик. Так, Давайте. прошу вас. Спасибо. Так, зелень я могу порезать сейчас. Да. С удовольствием. Да. Я кладу фарш, а вы Петрушечку. режете зелень. Нина Ивановна, хочется немного поговорить о вашей дочери, о ваших внуках, ведь они пошли по вашим стопам, и сейчас уже и ваша дочь заслуженная артистка, и работает с вами в одном театре. Вот чья заслуга? Ну, не уберегли, не отдавали ни в какие кружки, ни в какие... Потому что знали, что это тяжелая профессия, зависимая. Ты зависишь, нравишься ты режиссер, не нравишься ты режиссер, не нравишься, он тебе ролей не даст, нравишься, будешь играть у него все. Ну, не уберегли. То есть хотели все-таки, чтобы дочь Ну, была в другой конечно. профессии? Она поступила в Саратовский университет на физику. Что вдруг на физику, я даже не знаю. Но на физику. Вот. Приехали сюда, она говорит, мама, я не хочу учиться никакой физике, я хочу в театральное училище. Я говорю, Лена, да ты что, Не Лена? надо. Моя подруга Женя Эйзнер повела ее на конкурс в дополнительный набор в театральное училище. Я не повела. Принимали Карева и Кешнер. Ну вот она там что-то прочитала, я ничего не готовила, не знаю. Она прочитала, Женька пришла и сказала, ты что? Она так хорошо читала. Ее взяли. Я говорю, да по блату взяли, потому что Калагановы знают, вот и взяли по блату. В общем, в результате она с красным дипломом защитила, значит, свое это актерское звание. Но я очень рада, что она у меня еще и дальше поучилась. Она закончила ГИТИС. И в ГИТИСе, из ГИТИСа тоже привезла мне красный диплом и сказала, на, ты хотела. Что касается внуков, Это отдельно. дорогие мои, я пытаюсь их сберечь. Но Дашенька, моя старшая внучка, которой 13 лет, она ходит в школу Хабенского. И с удовольствием. Я видела, с каким неудовольствием играли это поколение Маугли. Знаете, это такая радость для детей, я думаю. И общение с Хабенским, и общение с этими артистами, с этими педагогами, которые приезжают. Так, готов у нас предзаключительный слой. Да. Это слой из помидорчиков. Осталась у нас зелень. Зеленушка. И Сыр. Сыр. Самое главное в пицце – сыр. Нина Ивановна, вы уже более 20 лет занимаетесь преподавательской деятельностью. Вот хотелось бы несколько слов. Это замечательно, конечно, быть преподавателем, хоть и сложно в наше время, потому что студент пошел, который ничего не читает, ничего не видел. Сидит в интернете. Да, им говоришь, ну помните, Януковский где? Они не видели. Ну помните, Ролан Быков? Что? Они не знают, кто такой. Это, конечно, очень тяжело, но не важно. Важно, что студентов своих я люблю, я преподаю режиссуру Любительского театра. То есть они выходят у меня... Ну, понимаете, народных театров нет, любительских театров мало, но они как-то ухитряются себе находить замечательную работу. Ну, а как, кстати, вот вы совмещаете преподавательскую деятельность и работу в театре? Сложно? Нет, это творческая работа, как же. Поначалу было трудно, потому что я готовилась к каждой лекции, к каждому занятию. И когда Саша пришел, посмотрел, как я сдала первый свой экзамен, он сказал, ну ладно, я еще полгода на кухне постою, давай уж работай, у тебя это получается. Вот, ну, видимо, получается, потому что и ребятки хорошие получаются. И люблю я их, и они меня любят. Я вот не чувствую ни любви к себе никакой. В этом году я выпускаю
последний как бы набор. Вот они у меня дипломы защитили, они у меня поставили дипломные спектакли. Это надо теперь сделать вот так. То есть немножко защипать края. Немножечко все-таки вот так поднять их сюда, потому что иначе это расползется. Так. Нина Ивановна, наконец-то у нас получился небольшой шедевр. Насколько он вкусный, мы узнаем буквально через 20-30 минут. И отправляем нашу пиццу в духовку при температуре 180 градусов. Да. Ура! Аккуратненько. Подождем, дорогие друзья, 20-30 минут, а сейчас объявляется небольшой антракт. Ашик Белеш – калагановская пицца. Из растопленного маргарина, кефира, сахара и блинной муки замесили тесто. Репчатый лук, нарезанный полукольцами, замариновали в подсоленной горячей воде с лимонным соком, а фарш обжарили. На сковороду выложили тесто и разровняли. Затем тонким слоем нанесли томатную пасту, выложили лук, фарш и слой из помидор, нарезанных кружочками. В завершение все посыпали мелко нарезанной зеленью и тертым сыром. Выпекали в духовке при температуре 180 градусов 30-40 минут. Если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, выкладывайте фотографии и готовьте с нами. Дамы и господа, я обращаюсь прямо как в театре. Херматли дуслар, внимание, калагановская пицца Ашик Белеш уже готов. И мы открываем нашу чудо-печку. Прошу вас аккуратней. Так, как горячо здесь. Внимание. Опа. Как вы думаете, как там с виду? Очень красиво. Готово? Готово. Мы закрываем. Мне кажется, это ваша самая вкусная работа как режиссера. Ну и свои детище разрезать я предлагаю вам лично, аккуратненько, горячо. Мне кажется, вам хочется уже позвать своих выпускников, угостить их. Да, я обязательно им теперь приготовлю. Внимание! Так. Я Внимание! чувствую себя ребенком в семье, который подходит и ждет, когда его порция достанется ему. Так. Внимание! Опа! Очень ароматно, и скорее хочется все это попробовать уже. Ароматно, да, я прям чувствую, как ароматно. Так. А посмотрите, какие кусочки Нина Ивановна сегодня не жалеет. Да. Прошу к столу. Ой. Я думаю, все очень красиво получилось. Прежде чем мы это попробуем, еще раз хочу поздравить вас с юбилеем. Творческих вам успехов. Спасибо. Пробуем. Так, ну, пиццу, да, некоторые, конечно, едят руками, но у нас Она сегодня пицца очень. такая большая, настоящий беляш, и поэтому мы лучше вилочкой, да, она еще и мы горячая. будем Так, отрезать сыр. кусочками. Обязательно кусочек сыра сверху. Обязательно. Приятного аппетита. Так, бисмилля. Ой, я не знаю. Вкусненько. Я не знаю, как правильно говорить в театре, премьера удалась. Браво, браво. Получилось, дорогие друзья, отличный рецепт и как бы один из видов, я даже не назову это пиццей, я назову один из видов татарского беляша сегодня вы нам продемонстрировали. Очень вкусно. Нина Ивановна, хочется сказать еще раз вам большое спасибо. Спасибо, что нашли время, пришли к нам и нашим телезрителям донесли вот такой замечательный рецепт. Бигзу рахмет, как говорят татары. Спасибо вам, что пригласили. А я хочу пригласить всех зрителей вашей передачи почаще приходить в театр. В театр юного зрителя и не только. Приходите с детьми, приучайте их к театрам, к постановкам, чтобы они смотрели спектакли. Вы знаете, душа молодеет, эмоциональное восприятие зрителя, актера непосредственно в зале очень много дает для души, для ума, для развития. Да и просто в театре всегда все доброе, красивое и настоящее. Приходите к нам. Дорогие друзья, сегодня для вас готовили заслуженный артистка Республики Татарстан, очарователь Нина Ивановна Калаганова. Бигзур рахмет, большое спасибо. Ну и вас покорный слуга Руслан Шарафудинов. Пока-пока. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.